Привет, Артем. В удмуртском комьюнити уже ходит шутка, что журналист Александр Бекузин кусает локти от того, что не он первый иноагент Удмурт. И я тоже не первый иноагент Удмурт. В Удмуртии были иноагенты до меня. Кто-то там в комментариях писал, и даже здесь он стал лишь вторым. Нет соревнования по тому, чтобы собрать больше проблем в своей жизни, потому что статус иноагента действительно добавляет проблем. Самая главная проблема, если ты 2 раза не ставишь плашки, раз административка, 2 административка, потом уголовка. С одной стороны, мне эти уголовки не сильно страшны. Я не живу в Удмуртии с 2014 года и не живу в России с 2020 года. Но российские власти могут искать, если им сильно надо, людей с уголовными статьями через Интерпол. И по некоторым людям, которых они считают занозой, они действительно делают запросы через Интерпол. Поэтому, грубо говоря, человек становится невыездным. Я думаю, что я их не сильно буду интересовать, поэтому меня эта уголовка, естественно, тоже не сильно пугает. Но в любом случае это мало приятного. Не знаю вообще, поздравлять или соболезновать, но в определенных кругах иноагентства называют признаком качества того, что что-то сделано на совесть тем человеком, кого признали иноагентом. Скажи, пожалуйста, когда ты сам вообще узнал о том, что Минюст России включил тебя в реестр иноагентов, иностранных агентов? Как человек, денно и ночно работающий на стройке, я контрактор, то есть крупная сеть строительных магазинов Home Depot. Это как в России вот были Leroy Merlin. Я с ними заключил контракт, у меня есть своя LLC. Таскаю я доски, никого не трогаю. И мне кто-то пишет из соседей русскоязычных, есть довольно-таки большое русскоязычное комьюнити. Надо сказать, что есть несколько штатов, Калифорния, Нью-Йорк, Флорида, в которых ты в принципе можешь очень комфортно жить, не зная ни слова по-английски, потому что очень большой русскоязычный комьюнити. Вот тот мне из комьюнити пишет: Артем, поздравляю. И ничего. Я не очень понял, с чем меня поздравляют. Потом было несколько пропущенных звонков, и я догадался, что, наверное, поздравляю с каким-то статусом, потому что именно по пятницам Минюст публикует новые списки иноагентов. И если сразу после принятия закона туда попадали люди значимые, статусные, Юрий Дудь, Лиза Монеточка, Гордымова, у нее удмуртская фамилия, ну, кто-то может сказать, что сейчас стали брать всяких ноунеймов, всякого шантропу. Меня действительно никто не знает, у меня нет задачи быть сильно узнаваемым. Для того, чтобы быть счастливым, известность, она, в принципе, не нужна. Ну да, действительно, дошло до того, что меня признали иноагентом. Формулировка формальная, а за то, что распространял недостоверные сведения об избирательной системе, это большой привет 146% Чурова. За то, что плохо отзывался про СВО, ну, нету СВО, есть война. И за то, что призывал к нарушению территориальной целостности. Я думаю, что об этом имеет смысл поподробнее поговорить, но попозже. Твои первые эмоции какие вообще вызвала эта новость? Что ты ощутил? У меня остался отец в России, поэтому я, естественно, связался, попросил, чтобы был аккуратнее, был осторожнее. Ему там 60 с лишним, а его уже ничто не манит. Он не хочет не делать визы, ничего. Ну, поэтому сказал: слушай, я тебе ничего не перевожу, ты мне ничего не переводи. И вообще лучше, наверное, Медведевых же очень много. В Удмуртии это довольно-таки распространенная фамилия. Поэтому какой-то Медведев, не нужно гордиться таким сыном. По крайней мере, публично. Поэтому первые эмоции, конечно же, были обезопасить близких, потому что сам я довольно-таки давно уже обезопасился. Не скажу, что прям было предчувствие, то есть у меня был план жить счастливо в России, работать, нарабатывать активы, чтобы на пенсии хорошо жить. Но где-то в марте 2015, когда Крымом все не закончилось, когда начались военные действия в ЛНР, ДНР, я понял, что по ходу дела имеет смысл искать план Б. Я малый предприниматель, много работаю, не очень много зарабатываю, все, что зарабатываю, куда-то туда-сюда, 5-10 вложил. И, соответственно, почти что от всех активов я уже избавился к началу СВО. Ну и потом стало просто понятно, что и от этого тоже надо избавиться, от того, что там осталось. До включения тебя в реестр иноагентов Минюст или другие официальные структуры России связывались с тобой? Возможно, какие-то предупреждения делали? Или как вообще эта процедура происходит? Сперва мне прислали штраф 15 тысяч рублей. Господи, за что-то там дискредитация. Я, честно говоря, не очень помню. Тут такая проблема. Я ведь живу здесь, там есть госуслуги. И я в свои госуслуги не особо могу зайти, потому что телефон, на который приходят смс, я давно уже не пользуюсь. Поэтому наверняка мне в госуслугах что-то приходило. И, наверное, приходило довольно-таки много. Но я об этом не знаю. Точно знаю, что был штраф. И опять-таки узнал от кого-то из товарищей, потому что телеграм-канале пресс-релиз или пресс-атташе. Короче говоря, в официальном телеграм-канале в Удмуртии где-то было написано, что вот там удмуртского мецената приговорили к 15 тысячам штрафа. Это был первый звонок, он случился недавно, в течение месяца назад, и сейчас случился второй звоночек, это иноагент. Дальше понятно, что будет административка раз, административка два, уголовка. Может быть, дойдет до террориста-экстремиста. Я об этом, честно говоря, не знаю, но опять-таки очень сильно вспоминается книжка «Незнайка на Луне». То есть люди, которые отправляются туда убивать людей, не герои.
Люди, которые пытаются здесь что-то полезное делать, развивать культуру, они иноагенты, они уголовники, они террористы, экстремисты. Незнайка на Луне. А на сайте Минюста такая стандартная официальная формулировка, по какой причине и по какой статье ты внесен в реестр иностранных агентов, а ты сам знаешь, за что конкретно, собственно, ты включен в этот вот реестр? Я учился в Удмуртском государственном университете по специальности физика. И мы, естественно, изучали там равновесные и неравновесные положения. Вот сейчас Россия находится в неравновесном положении. Приходится тратить порядка 30 миллиардов рублей в день, чтобы продолжать то, что называется СВО. Это больше, чем весь бюджет города Ижевска. То есть, грубо говоря, за одну неделю войны можно было бы построить мост из металлургов-строитель. Во-вторых, можно было бы построить 7 станций метро. Опять-таки, строитель, металлург. Оба пруда Ижевский, Воткинский можно было бы спустить, все вычистить, углубить русло. Но вместо этого мы тратим деньги на то, чтобы сделать танки, послать их на Украину. Там эти большие железные танки будут разнесены с помощью скидываемого фугасного боеприпаса. Его скинут на моторный отсек, масло загорится и, соответственно, детонирует БК. Вот и все. Мне кажется, что это неправильно. Ну, собственно, вот за это меня признали иноагентом. Когда я еще жил в России, так как я малый бизнес, все малые предприниматели делятся на две неравные группы. Те малые предприниматели, которые еще не получили исковое в суд, это маленькая группа. И те, которые уже получили исковое в суд, это гигантская группа. А с 2009 года я, по-моему, был зарегистрирован как ИП, и с тех пор по судам я столько раз ходил, просто не вылезал. Поэтому с точки зрения нашего законодательства, даже если ты сейчас пользуешься такими, в принципе, простыми сервисами, как Instagram, Facebook, это же экстремистские организации. Для меня это действительно не знаю, как на Луне. Инстаграм, где люди выкладывают красивые фотографии, и Facebook. Ну, понятно, что в России мало кто в нем сидит, в основном москвичи. Это что-то вроде как ВКонтакте на американский манер. Их признали экстремистскими. Соответственно, если ты где-то у себя там пишешь, я в Фейсбуке разместил, ты должен в скобках написать, признан территорией РФ экстремистской организацией. Если ты этого не сделал, то формально тебя за это могут привлечь. Соответственно, вот прямо сейчас, примерно, наверное, каждого второго россиянина запросто можно взять и осудить. Потому что все мы пользуемся этими социальными сетями. Плюс, если ты что-то не так где-то сказал, если ты, торопях, сказал «война» вместо СВО, тоже тебя могут судить. Поэтому на месте тех, кто живет в России и считает, что не, у нас все нормально, я в домике. Я в их месте не так сильно радовался, потому что сейчас статья найдется. И очень большое количество людей теоретически ходят по статье. У кого-то этот риск реализуется раньше, у кого-то этот риск реализуется позже. Докопаться можно до любого человека. А на сайте Министерства юстиции России в новости о включении тебя в реестр иноагентов написано в том числе, цитата, «является членом движения, организованного лицом, включенным в реестр иностранных агентов». О каком движении идет речь? После начала войны появилось движение нацменов, национальных меньшинств. Называется оно Лига свободных наций. Ну, грубо говоря, те из нас, из удмуртов, татар, башкиров, саха, кто хоть раз бывал в Москве, он, наверное, сталкивался с тем, что нередко нас немножко предвзято, что ли, полицейские оценивают. Документы просят. Короче говоря, у всех, у кого рожа не русская, у меня она вот явно не русская. У таких людей есть проблемы. И если так посмотреть, то мы в своей стране являемся дискриминируемыми людьми. С одной стороны, конечно, сейчас есть много других проблем, кроме как вот заниматься тем, что давайте мы будем относиться к удмуртам, к саха, к татарам на равных. Действительно, проблем сейчас гораздо больше, и это не самое главное. Но мне показалось, что мне это интересно. Я вступил в эту Лигу свободных наций. Я за свой счет ездил на пару конференций. Хочу сразу сказать, что денно и ночно работая на стройке, я не получаю какое-либо финансирование от политических партий, некоммерческих фондов, ФБР, ЦРУ. То есть мне никто из них ничего не оплачивает. Если я куда-то еду за свой счет. Вот недавно я делал фильм про Альберта Разина. Никто не сделал. Мне кажется, нельзя было смолчать 5 лет. Я ездил в Вашингтон, в столицу США, за свой счет, пикетировал Белый дом. Понятно, что туда близко не подойдешь, метров на 500. Но люди, которые приходили фотографироваться, они спрашивали, и один дядечка прямо говорит, о, я знаю, это Перм, Пермский район. Я говорю, да, Пермский дистрикт. You're right. Это находит отклик у американцев, потому что они через это уже прошли. У них тоже была дискриминируемая часть населения, даже несколько и индейцы, и чернокожее население, и жители небольших островов типа Гавайи. Вот, собственно, Лига свободных наций, она выступает за то, чтобы Россия перестала быть империей. Это довольно-таки дискуссионная тема. И я думаю, что большинство людей скажут, нет, это неправильно, разделить Россию на маленькие части, пусть они живут сами как хотят. Но у меня другое мнение, я готов это мнение объяснять, рассказывать. Но я думаю, что большинство людей сейчас скажут, это плохо, это слишком радикально звучит, и я думаю, что в меня полетят тухлые помидоры. Однако у меня есть аргументы за. Артем, скажи, пожалуйста, идентифицируешь ли ты себя удмуртом по национальности? Да,
Это особенно усилилось с момента переезда в США. Я думаю, что, возможно, каждый из вас слышал, есть такая фраза melting pot, плавильный котел. Так вот, это звучит как будто бы красиво там. Сюда приезжают иммигранты из сотен разных стран, спустя там 2 поколения, а это уже единая нация. И хотя ты смотришь на американцев, вот даже здесь в нашем районе Флориды, ты примерно понимаешь, у кого откуда корни. Но по большому счету даже дети в первом поколении, которые переехали, которым было до 5-6 лет, и кто начинает ходить в местный садик, они уже не говорят по-русски. И это проблема, потому что я бы не хотел, чтобы мой сын, старший, которому сейчас 10 лет, и младший, который недавно родился, я бы не хотел, чтобы они знали только английский. Но мне и русского языка тоже мало. Понятно, что так как моя супруга не владеет удмуртским от слов вообще, я с ним не могу поддерживать разговор со старшим, мы можем общаться удмуртко и рачко. Мне бы хотелось, чтобы и старший, и младший знали, что они удмурты. Никто их не заставляет бить себя пяткой в грудь и везде ходить в удмуртской одежде. Но я хочу, чтобы он знал, откуда он. И, кстати говоря, удивительная вещь. Американцы приветствуют, чтобы дети иммигрантов помнили, кто они такие. Здесь очень интересно устроена система адаптации детей. И когда мой сын пошел в школу, он ничего не знал по-английски. А сейчас, когда у него был language тест, языковой тест, он его сдал на 97%. Я его спрашиваю, слушай, кто-то сдал лучше? Он говорит, да, один мальчик сдал. Шрихан, он индус. То есть вот удмуртский мальчик и индус сдали тест 97 и 100%. Многие местные, те, кто живут здесь, американцы, они сдали хуже. И я, кстати, удивляюсь, что мы, иммигранты, удмурты, татары, братья-славяне, тут очень много славян, украинцы, русские, белорусы, их очень много. Можно не знать английского языка. Все как-то хорошо живут, то есть никто не стоит на перекрестке и не говорит «Hey, give me a dollar». А немало американцев, которые реально живут как-то так, бедненько. То ли работать не хотят, то ли мы более живучие, но они бы у нас не выжили. А расскажи, пожалуйста, о своих корнях. Где ты родился? Где я родился, это вряд ли что-то расскажет. Это город Дзержинск. Тут, наверное, нужно сделать небольшую предысторию. Отец мой с Малбургинского района, а мать из республики Мария. Ну, сложно однозначно ответить. Она как бы чувашка скорее или марийка. Они встретились в Казанском техническом университете. После университета в Советском Союзе людей распределяли независимо от того, хочешь, не хочешь, их распределили в город Дзержинск на динамитный завод. Ну вот они туда, собственно, поехали, там я родился, там родился мой брат, он тоже не живет в России, он тоже уехал, а мамы уже нет, к сожалению. Так что я родился, получается, в Дзержинске, но я знаю, что корни мои из Малопургинского района, это деревня Курегово, деревня Орляна, вот где-то там наши корни. Понятно, что в деревнях было в Советском Союзе не очень хорошо жить, их нередко укрупняли, поэтому бабушки решили перебраться в более крупный населенный пункт, там была работа, город Агрыз. Соответственно, СССР распался, и работы на пороховых заводах не стало, а они решили вернуться поближе к родителям. Ну, собственно, все. Так я оказался в Ижевске. Ну и учился, ты уже об этом говорил, в Ижевске, в Удмуртском госуниверситете, правильно? Да, я сперва учился в 67-й школе, там был лицейский удмуртский класс, и первые 3 года я учился там. Жалко, что я потом не учился там дальше, но, по крайней мере, какие-то азы удмуртского языка я там получил. Потом 30-я школа, потом Удмуртский воинский университет, и где-то года, наверное, с 19-20 я стал изучать удмуртский язык. Сейчас какие-то вещи на нем могу сказать, но говорить тяжело, писать еще тяжелее. Это как и с английским языком. То есть сперва ты можешь на ломаном языке что-то говорить и что-то понимать, а чтение и письменная речь приходят намного, через несколько лет, намного позже. У меня есть раскладка удмуртской клавиатуры, и она действительно очень сильно помогает, потому что она по принципу Т9, она позволяет тебе правильно, без ошибок написать какие-то слова. Не у всех удмуртов в Удмуртии такая раскладка установлена, я тебе скажу. Заслуженный иноагент Удмуртской республики. В начале нашего разговора ты уже немного рассказал о своем переезде в Америку. Можешь подробнее об этом остановиться? Когда это произошло? По какой причине? Вот мне тут кто-то в комментариях, есть несколько удмуртских чатов в телеге, я в них состоял, и писали, ой, какой придурок, так плохо отзывался про Россию и так далее. Придурок – это человек не очень умный, который придуривается. Я не считаю, что я прям придуриваюсь или что я глупый человек. У меня 2 высших образования, и по работе я работал в московской компании, которая довольно-таки много экспортировала. Я работал там экспортным менеджером. Соответственно, я полмира объездил, начиная с Сингапур, Гонконг, очень много раз был в Дубае, в Бахрейне, почти вся Европа и несколько раз в США в разные точки. Мы ездили на выставки, заключать международные контракты, и во время одной из таких поездок начался коронавирус. Это было в городе Орландо, был март 2020 года, и мы считали, что коронавирус – это недели на 2-3. Я взял отпуск за свой счет и сказал шефу, я тут, наверное, поживу. У нас во Флориде очень долго ничего не закрывали, была прям такая расслабуха. Но ковид задержался, он на 1,5 года затянулся, и за это время я понял, что в принципе-то мне здесь нравится.
Я сильно потянул язык, получил кое-какие документы и начал заниматься делом небольшим, маленьким бизнесом, потом перевез семью. Было уже нехорошее предчувствие, честно говоря. Поэтому я успел и акции продать, и паевые фонды, и семью перевести до начала СВО. Конечно, начало СВО было огромным шоком, но я рад, что мы успели уехать. Ты уже говорил, что в России у тебя остались близкие родственники, в том числе отец. И если не исполнять законодательство в части иноагентства, то сначала грозят штрафы, да, административка, а затем и уголовная ответственность. Понимаешь ли ты, что в определенный момент не сможешь приехать в Россию, потому что на границе тебя просто-напросто арестуют? И как с этой мыслью ты теперь живешь? У меня был демо-режим, когда не мог приехать в Россию, как я повторюсь, ковид. Поэтому за эти 1,5 года я успел привыкнуть к тому, что ты не можешь никуда уехать, ты не можешь встретиться с родными и с близкими. Все закрыто. Безусловно, это было тяжело. Но как-то 1,5 года я протянул, ну, и я думаю, что и сейчас уже протяну. Слава тебе, Господи, слава Инмару. Есть же мессенджеры. Поэтому созвониться с кем-то из другой планеты не проблема. Огромное количество друзей. Как-то получилось так, что вот прослойка тех, с кем я общался в Ижевске, очень многие разъехались. То есть остались не очень большое количество людей. Кто-то живет в Португалии, кто-то в Испании. А одноклассник мой переехал в Шарлотт. Я постоянно к нему езжу на Новый год там, потому что в Шарлотт находятся горы. Мы же по снегу скучаем. Мы с сыном все время катаемся на лыжах в Северной Каролине. Там есть 2 лыжные базы. Все время зимой мы туда ездим. Есть подруга, которая сейчас будет лететь из Ижевска и привезет мне новые шмотки от Удмурт-ДРМа. Вот какой у меня вопрос. Уже несколько лет ты меценат проектов, связанных с сохранением удмуртского языка. Ты поддерживаешь инициативы из своих собственных средств, правильно я понимаю? Я никого не поддерживаю, ни с кем я там не знаком. Я в России не был уже много лет, ну, приехал 10 лет назад. Никого там не трогайте, пожалуйста. Честно сказать, я немножко опасаюсь за тех ребят, кому я там помогал клипы делать или там какие-то книжки издавать, поэтому, не знаю, не сильно бы хотелось говорить про конкретные вещи. Было и было. Была такая страница моей жизни. Люди-активисты, которые там остались, они ходят по очень тонкому льду. Я недавно смотрел шоу «Плохих шуток». Там как раз Лаз Степанов выступал. Господи, ну до чего он смешно шутит. Красава. Финансирую я только из своих средств. Никакие фонды мне средства для удмуртских проектов не дают. Денно и ночно работаю я на стройке. Дело в том, что в Америке легко зарабатывать деньги. Тут просто, если человек толковый, если человек рукастый, ну тут очень легко зарабатывать. Денег здесь много, экономика растет. В какой-то момент ты понимаешь, что у тебя остались излишки. И ты понимаешь, что, ну, надо кому-то еще помочь, потому что у меня это все окей. Но, возможно, есть какие-то ребята, которым нужна помощь. На мой взгляд, помогать можно детям и помогать можно взрослым, тем, которые не всякие бомжи, алкоголики и так далее, а взрослым, которые делают какие-то проекты. Так как у меня рожа совсем не русская, плюс я изучаю удмуртский язык, я понял, что, ну, мне интересны какие-то локальные удмуртские проекты. Один парень рассказывал, что хотел издать сборник удмуртских стихов, то есть тонюсенькая книжечка. И на это надо было что-то из серии 15 тысяч. И он обращался и к главе, и к Соловьеву, и все время они говорят: да, все, да, ну, молодцы, хорошо. Но вот на этот год календарный бюджетных средств не предусмотрены. Ну, то есть, а на что тогда есть деньги? И это опять-таки к вопросу о том, почему я не очень-то в восторге того, что мы в составе России. Вот недавно был саммит БРИКС, на него потратили 25 миллиардов рублей. Бюджет Ижевска все еще меньше. Мне кажется, это несправедливо. 15 тысяч нету, серьезно? Ну, у меня 15 тысяч есть. Важно отметить, вот те удмуртские проекты, которые ты поддерживал, они как-то были связаны с политикой или нет? Нет, они не были связаны с политикой. По большому счету, политики в Удмуртии нет. Если ты не находишься в одной единственной главной партии, то тебе не особо ничего не светит. К большому сожалению, удмурты в политической жизни республики почти что не представлены. Ну, можно сказать, что только Соловьев, Ишматова. Я не знаю, кто еще. То есть удмурты особо не представлены ни в парламенте, ни в депутатах, где-то, может быть, на низовых уровнях, да. Поэтому книжки, песенки, клипы. У меня же есть своя жутко корыстная цель. Что у меня старший сын-то будет читать здесь и смотреть? Безусловно, пусть он смотрит Тейлор Свифт, пусть он знает, кто такой Джастин Тимберлейк, Бруно Марс. Вот. Но я также бы хотел, чтобы он знал песни. Он, кстати говоря, знает песни Николая Анисимова, Алены Тимирхановой, Ивана Котельникова, Андрея Корнилова. Ты практически ответил на мой следующий вопрос, мне кажется. Собственно, для чего тебе вообще такая общественная деятельность по сохранению удмуртского языка? Во-первых, остаются свободные деньги. А во-вторых, я хочу, чтобы у меня у обоих сыновей был какой-то контент. Еще есть такая проблема. Мне очень обидно и жалко, когда люди инициативные перегорают без поддержки. И это, конечно, вопрос большой к чиновникам, потому что политики, чиновники, они должны, по идее, работать во благо народа. У нас молодой человек, если у него есть какая-то инициатива, но он не обласкан лучами тепла и поддержки от единороссов, он очень часто остается без поддержки, потому что ему говорят: ну да, все хорошо, но вот в бюджете на этот год, соответственно, предусмотрено. Хочется спросить, а зачем тогда чиновники нужны, если ни на что у них нет денег? Период активности у молодых ребят, он не очень большой. Старшая школа, университет, все. Можно далеко не ходить. Смотришь на молодых ребят, которые относительно
недавно залетели. Денис, который Максимов, который Шузимей. Пока он учился в университете, постоянно были классные треки, постоянно какие-то клипы выпускал. Закончил вуз, надо работать. А я думаю, что если он еще захочет квартиру взять, у него просто глаза станут квадратами. И все. Как только ты выходишь во взрослую жизнь, как только ты не студент, у тебя начинаются большие бытовые проблемы. Квартира стоит дорого, машина стоит дорого, надо зимнюю резину, надо жене сапоги. Ребенок родился. Все, какая там вот узкая культура. Поэтому период, когда люди проявляют активность, он небольшой. Я поэтому, например, очень рад, что есть такие лагеря, как Шундыкар. А я рад, что вот женщина из игры Лариса, по-моему, она делает лагерную смену Тулкын. Замечательная, прекрасная женщина, прекрасная лагерная смена. Я не был ни на Шундыкаре, ни на Тулкын, естественно, потому что я слишком взрослый, старый, и я только могу по интернету читать, что вроде как там движово, вроде как там весело. Вот этого должно быть больше. Если ты не умудрился получить грант президентского фонда, либо какой-то еще грант, и есть ребята, которые помогают грантами, есть ребята, которые успешно их получают, молодцы. Но там же ты ноги сотрешь в порошок, пока ты, во-первых, реализуешь проект, и, во-вторых, пока ты по нему отчитаешься. Как говорится, долг платежом красен, а грант отчетом страшен. Мне кажется, что должна быть более простая процедура. То же самое с изучением удмуртского языка. В Норвегии платят стипендию 1300 евро в месяц иностранцам, изучающим их язык. Если мы введем 15 тысяч рублей стипендию тем, кто изучает, например, удмуртский язык, не сильно обеднеет у нас бюджет. Я повторюсь, 30 миллиардов тратится в день на СВО, но за 20, 30, 50 лет настолько больше будет людей, которые хоть как-то сносно владеют удмуртским языком. После февраля 2022 года как ты относишься к тому, что удмуртские активисты и удмуртские проекты принимают участие в правительственных грантовых программах и их иногда выигрывают, получают правительственные деньги? Дискуссионный вопрос, я нормально к этому отношусь. Понятно, что эти фонды в России, они связаны с той самой вертикалью власти, которая у нас одна. Ну вот, соответственно, у тебя есть вариант не брать деньги, ничего не делать, так ручки сложить, и такой, зато я честный. Второй вариант, брать эти деньги, которые не сильно хорошо пахнут, делать крутые проекты. Ну, я за то, чтобы это делать. Я считаю, что если есть молодые ребята, которые что-то хотят сделать, а у нас источников финансирования не так много, я их не осуждаю. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты назвать какие-то самые крупные удмуртские проекты, которые ты уже поддержал, или после 25 октября 2024 года мы этого делать, к сожалению, по понятным причинам не можем, чтобы не рисковать? Никого я никогда никак не поддерживал, никого я не знаю, ни с кем не знаком, поэтому, ребята, вы там как-нибудь сами, а я тут как-нибудь сам, где на вашей настройке вождя и двоє. А если, например, активист поддерживает конфликт с Украиной, ты бы его финансировал, проект, или нет? Или все-таки же политические взгляды активиста для тебя не важны в деле сохранения удмуртского языка? Ну, ты попробуй в России сказать, что ты против СВО. Дискредитация попахивает. Поэтому, нет, я к этому отношусь, в принципе, с пониманием. То есть, если человек делает интересный контент, если у него есть интересный проект, но он за СВО, ну, я с ним не согласен. Совершенно невозможно ждать, что у нас вдруг среди исполнителей, среди активистов найдутся люди, которые такие, о, вот мы тут погуглили, мы читали в интернетах, у нас есть свое особое мнение. То есть люди все равно для себя находят информацию и внутри себя все понимают, они есть. Некоторые удмуртские активисты считают, что твои представления о положении дел в удмуртском сообществе, они оторваны от реальности, потому что ты не внутри системы, не обладаешь всей информацией, поэтому не понимаешь некоторых процессов. Что ты по этому поводу думаешь? Все правильно, да. Есть такой район, называется Брайтон-Бич. Находится он в городе Нью-Йорке. Вот когда туда приезжаешь, вот ощущение, что там замер совок. Там слепок Советского Союза а-ля 91-92 года. Чебурашка, оцифровка видеокассет VHS, ясновидящая Багира с гарантией приведет в вашу жизнь успех. Березовый сок, валенки, березовые веники. Тут есть баня. Так веники мы из Нью-Йорка заказываем. Во сколько люди уехали, в каком году, грубо говоря, они уехали, они примерно такой слепок России перевозят с собой. Я уехал из Удмуртии в 2014 году. Поэтому я не претендую на истину последней инстанции. Что-то понимаю, что-то не понимаю. Но работать с удмуртскими активистами крайне тяжело. Могу сказать так, что со многими каши не сваришь. То есть такая странная вещь. Некоторые люди говорят, у меня есть проект. Окей, ну, допустим, клип надо снять. Нет денег. Это неправильный ответ. Проблема в том, что вот между правым и левым ухом чуть-чуть надо докрутить серое вещество. Очень часто под предложением «давай, у тебя есть классная песня, давай на нее сделаем клип», люди ожидают, что ты им сам найдешь оператора, монтажера, сценариста, костюмы, на блюдечке с белой каемочкой все принесешь, и будет красиво. Лишь несколько человек по пальцам двух рук можно пересчитать, с кем работал и действительно получил не то чтобы прям удовольствие, но не разочаровался. И это меня пугает. Среди старой гвардии, тех, кто стал знаменитым в начале 2000-х, Алена Тимирханова, Николай Анисимов, Иван Котельников, и даже среди тех, кто был популярен еще в 90-х, Ганьков, One Love,
Анна Плотникова, шулдержи. Такое ощущение, что у них закалка, ну, прям классная. А со звездами новой волны проблема их мало, и они какие-то прям как маргарин. Чуть надавишь, растекается. Это огромная проблема. И среди молодежи, вот, например, тех, кому до 15 лет, я вообще только одного Егора Маштакова могу назвать, по которого я знаю, что вот есть такой классный парень. Песни поет, на баяне учится играть, выступает на фестивалях электроника. Я на электронику ездил пару раз, мне понравилось, мы смотрели с сыном на него, классно, красавчик парень. А ведь должно таких быть больше, и это большая проблема. То есть есть ощущение, грубо говоря, что этот проект мы проиграли, и, например, когда я буду старенький, внуков не останется. Ну, останутся такие, как я там, дедульки-бабульки, которые с собой могут там созвониться, позвонить, сказать: Черкен, как дела? Хорошо. А молодежь уже будет на других языках говорить. Это страшно, это большая проблема, меня это пугает. Хорошая новость в том, что крайне редко истории ходят по прямой. Черные лебеди случаются, петли истории случаются, неожиданные события случаются, поэтому шанс на то, что поменяется, он есть. Все равно жду момента, когда Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия нам скажут: вот вам билет по маршруту Лос-Анджелес, Шаркан, welcome, Дечка Лачко. Но когда это будет, то, честно говоря, не знаю. Но будем к этому стремиться. Не только мечтать, но и что-то делать, да. Но при этом ты владеешь взглядом со стороны, что тоже, несомненно, важно. А не помешает ли твоя, в некотором смысле, категоричность, о которой не раз высказывались в сети удмуртские активисты, объединить твой взгляд со взглядами акторов, находящихся в Удмуртии? Да, с категоричностью мне часто писали. Но тут, глядите, какая проблема. Обычно с людьми строят сообщение таким образом. Вот, есть такой запрос. И, естественно, как рациональный человек, ты говоришь: окей, вот такая-то сумма, надо сделать то-то, то-то, то-то. И не делается. Я не знаю почему. Не с той ноги встал. Появились другие дела. Но не делался неделю, другую, третью. Причем простые вещи. Заставку сделать для песни. Снять видео приветствия. Не делается. Когда тебе 5 недель подряд отвечают: да, как-нибудь. Они не делают простую вещь, которую можно сделать за 2 минуты. Больше ты такой категоричный, немножко такой недовольный, злой. Скорее всего, да. Вот чаще у меня так и получается. Лишь несколько человек по пальцам одной руки можно посчитать, с кем получается так, что дал, грубо говоря, не то чтобы задание, а определились, условились вместе, что вот это делаем. И это реально сделали. Меня это просто поражает. По пальцам одной руки можно посчитать тех, кто взялся и сделал. А вот насчет взгляда со стороны хотел сказать, что это очень важно. Это то, чего у многих тех, кто в республике, нету. Когда ты варишься в одном своем котле, те какие-то решения не очевидны. А когда ты по всему миру попутешествовал, много чего посмотрел и смотришь, как это сделано в других культурах. Ведь немало культур, в которых примерно такие же проблемы. В которых не очень большая численность населения и даже не очень большая доля этого населения внутри своей страны. Но при этом как-то у них неплохо дела идут. Вот, например, монголы. Родственные им народы в России — это буряты и калмыки. Монголов 3 миллиона. Половина населения живет в одном городе, в Улан-Батор. В самом Улан-Баторе с культурой, ну, не сказать, чтобы круто, но те монголы, которые уехали жить в Европу, они снимают такие клипы, они пишут такие песни, ну, что? Сейчас, мне кажется, нету способа косметологическими изменениями вырулить обратно. Нужны тектонические сдвиги. Прям очень-очень-очень сильно мощные сдвиги. Я в целом считаю, что нужна независимость, не нужна такая гигантская, огромная страна. Но опять-таки, это дискуссионный вопрос, тут меня могут забросать помидорами. Но мне кажется, что если у нас будет, грубо говоря, не независимость с 6-метровым забором, собаками, вышками с колючей проволокой и вертухами, если мы сможем сами распределять свои налоги, если мы сможем сами управлять тем, как мы тратим деньги, возможно, мы здесь на месте сможем лучше понимать, как нам в Удмуртии жить. После известия о включении тебя в реестр иноагентов кто-нибудь из удмуртских активистов написал тебе, позвонил тебе? Если да, то что это было? Слова поддержки, слова, не знаю, опасения? Со мной раньше боялись работать, поэтому никто мне не писал. Брат позвонил, говорит, типа, респект и уважуха, и все. Финальный вопрос. Что планируешь делать дальше? Денно и ночно буду работать на стройке. Галицкий, Сергей Галицкий, он говорил то, что каждый должен возделывать свой огород. То есть, безусловно, важно показывать на какие-то недостатки. Безусловно, важно общаться. Но в первую очередь возделывай свой огород. Улучшай то, что у тебя под боком есть. Поэтому, что я дальше собираюсь делать? Понятно. Жить дальше в США, работать. Если найду какой-то способ переводить эти деньжата через там привет крипте. Поэтому я думаю, что будет посложнее. Скорее всего, будет поменьше проектов. Но мне хочется продолжать то, что я сейчас уже делаю.